парламенте была создана рабочая группа по конституционной реформе. Вошли большое количество юристов наших известных, да, это и представители судебного сообщества, в принципе, представители юридического сообщества Республики Абхазии, представители судов всех уровней. Комиссия вела работу на протяжении нескольких месяцев, и вот результаты своей работы должна была доложить нам примерно в июне месяце, но, как вам известно, коллегиальный орган всегда немножко смещаются сроки, поэтому сегодня такая первая презентация работы, проделанной рабочей группой. Я хочу поблагодарить всех членов рабочей группы за проделанную работу. Действительно, была проделана немаленькая работа. Связано это с тем, что необходимость конституционных изменений, все мы говорим, назрела уже давно. Другой вопрос, что разные юристы, разные общественно-политические деятели, политики видят по-разному. Да, возможно, некоторые параметры этой конституционной реформы, но, собственно, рабочая группа создана для того, чтобы положить на суд и депутатов, и общественности республики те варианты, которые возможны, и тот вариант, который разработала рабочая группа. Беслан Викторович, вас хочу поблагодарить отдельно как руководителя этого рабочего процесса за ту работу, которую проделали. Ну и, конечно, хотим услышать о результатах этой работы. По нескольким главам разработаны проекты. В рабочую группу входило 27 человек, вы уже сказали, и представители юридического сообщества, и представители разного спектра политических сил. О необходимости внесения изменений в действующую Конституцию говорится давно, несколькими созывами. Очень много политиков до создания этой рабочей группы занималось разработкой своих предложений. Мы пригласили практически всех в рабочую группу для того, чтобы саккумулировать все те предложения, которые были до этого, и для того, чтобы выработать сбалансированный, устраивающий, согласованный со всеми политическими силами, со всеми профессиональным сообществом вариант внесения изменений в Конституцию. Еще раз повторюсь, что мы сюда подготовили внесение изменений только в 4 главы, больше мы не успели. Вы наблюдали, наверное, иной раз, как бурно проходило обсуждение тех проектов, которые представляли наши коллеги, выражалось мнение многих наших коллег по той согласованной, по согласованному варианту внесения изменений в нашу Конституцию. У нас еще есть мнение других наших коллег, участников рабочей группы. Я думаю, что они будут иметь возможность об этом сказать. Хотел бы сейчас еще раз поблагодарить участников рабочей группы, имея свое видение внесения изменений, в то, что вы согласились, нашли согласие для того, чтобы выработать тот компромиссный вариант, который мы сегодня доложим моим коллегам, депутатам парламента. Спасибо вам большое за работу. Если наш труд положительно будет оценен руководителями, депутатами парламента, я думаю, что мы, может, в этом составе еще чуть-чуть, если продлять нам жизнь рабочей группы, мы еще чуть-чуть поработаем. Проект на самом деле фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти, систему власти и ее архитектуру. Ключевые такие основные аспекты, которые я бы озвучил, а потом постараюсь более подробно их раскрыть. Первые вещи, первые тезисы, которые именно показывают изменения. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет правительство. То есть в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов.
на принимаемые решения, на координацию действий и на инструменты влияния и воздействия. Таким образом, реализован один из, скажем так, общественных критериев и один из вызовов, который был связан с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и другими системами власти. Парламент – это 45 человек, 45 депутатов, но в этой концепции, в этой модели парламент качественно меняется. Качественно и количественно, как вы поняли. В рамках системы формирования правительства он получает в этой модели реальные, не эффективные, не декларативные, не декоративные, а именно реальные и такие рабочие механизмы по формированию правительства. В том числе формирование, разумеется, и вопросы влияния, отставки целиком или по отдельности. Я озвучу проект, поэтому надо понимать, что он очень подробный, и тут 17 страниц, разумеется, не будем говорить про каждую строчку каждой статьи, потому что это будет очень долго и можем уйти в детали. У вас всех будет проект, можно будет ознакомиться в каких-то вещах. Я постараюсь выделить именно те аспекты, которые меняются, и меняют сильно жизнь и наше устройство. Будем идти по порядку. Значит, президент. Он формирует Совет Безопасности и его возглавляет. Он предлагает, президент, военную доктрину на утверждение парламенту. Другие функции, я опять же говорю, там, где не повторяются, я буду стараться просто их опускать, чтобы они не отнимали лишнее время. Предлагает концепцию внешней политики на утверждение парламенту. Другие функции, опять же, я пока уберу, чтобы не перегружать. Парламент. Во-первых, важный нюанс в том, что теперь в Конституции закреплен статус спикера. Отдельная есть статья, которая определяет роль и полномочия спикера. Сам парламент, разумеется, приобретает гораздо больше прав, гораздо больше полномочий. Прежде всего, разумеется, как и сейчас принимает законы, то есть эта функция не может быть у него отнята, она остается. Мы вводим парламенту полномочия давать официальное толкование законов. То, что сегодня является пробелом, и то, что вызывает актуальную потребность в тех или иных ситуациях, когда норма права неопределенная и возникают сложности с ее применением. Парламент утверждает государственный бюджет, контролирует его исполнение и принимает отчет об его исполнении. Утверждает концепцию внешней политики по предложению президента, как бы стыкующиеся нормы. Формирует правительство в том порядке, который я ниже озвучу, и он показывает многообразие этого процесса. Он очень непростой, и он сильно отличается от того, что мы имеем сейчас. Выражает вотум недоверия правительству или отдельным его членам. Осуществляет парламентский контроль. Заслуживает ежегодные отчеты премьер-министра. Принимает решение об отрешении президента от должности в порядке, предусмотренном Конституцией. Парламент по предложению не менее 1/5 депутатов выражает тот самый вотум недоверия отдельным его членам либо всему составу. Важный момент. Премьер-министр, по нему есть отдельная также статья, определяющая его статус, его полномочия. Премьер-министр организует работу правительства, осуществляет контроль за деятельностью центральных и местных органов госуправления, обеспечивает подотчетность правительства парламенту. Вопросы, касающиеся формирования правительства. То, что вызывает, как правило, наибольший интерес, и то, что часто становится камнем преткновения в тех или иных вопросах. Порядок выглядит следующим образом. После первого заседания нового парламента или отставки предыдущего правительства в течение 14 дней президент предлагает парламенту кандидатуру премьера, состав и структуру правительства, программу деятельности.
Парламент либо выражает одобрение такой инициативе простым большинством, и в таком случае правительство сформировано. В случае, если инициатива, кандидаты, то, что было предложено президентом, не находит поддержки в парламенте, то в таком случае эта инициатива переходит к самому парламенту. 1/5 депутатов, точнее не менее 1/5 депутатов, выдвигают по своей инициативе премьер-министра, состав, структуру правительства и программу деятельности. То есть в данном случае может быть и не одна, может быть 2-3 предложения. На этом этапе сам парламент выражает простым большинством одобрение предложенных их же коллегами, либо их же группами инициатив. Опять же, в случае одобрения большинством правительство становится сформированным. В случае, если и на этом этапе парламенту не удастся принять решение о формировании правительства, что маловероятно, но в теории может случиться, поэтому должен быть сценарий, предусматривающий и такой исход событий. В таком случае президент самостоятельно назначает премьера в состав правительства с программой деятельности, которая, значит, имеет место быть, и парламент выражает одобрение уже предложенному правительству, а если он не одобряет уже на этом этапе, то он распускается и новые выборы. То есть парламент, который не смог сформировать правительство, не предложенное президентом, не предложенное своим составом, он в такой концепции, в такой модели, получается, не в состоянии дальнейше вести политическую работу. Это общий контур. Это проект. Разумеется, по любым вопросам, которые я озвучил, и те, которые я не озвучил, но заложены в статьях, могут быть дискуссии, могут быть споры, и у нас они были, часовые, 2-3-часовые обсуждения тех или иных вещей. Вот. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы взяли фокус именно на ключевые фундаментальные вопросы и в рамках этих вещей провели дискуссию и обсуждение. Я сказал основные, вот самые верхние позиции, чтобы не углубляться совсем в тонкости, которые могут нас увести либо в лишние дебаты, либо отвлечь от таких важных вещей, потому что оно может просто затеряться и размыться. Важный момент в том, что в этой модели парламент преображается, он получает качественные и настоящие функции по формированию правительства. У него повышается роль, повышается объем полномочий, появляются новые инструменты влияния. То есть это качественно повышает роль парламента в политической жизни страны. Важно понимать, что это как бы общий контур, но на него, конечно, нужно будет накладывать наш политический, скажем так, ландшафт, наши политические группы, партии, движения, традиции и так далее. Поэтому все, конечно, может несколько иначе в жизни проявляться, но это новый сценарий работы, новые правила игры. Следовательно, я так понимаю, происходит и изменение избирательной системы тоже, да? Это подразумевается новым проектом предложенных изменений? Когда общественная группа обращалась, она тоже предполагала, что будет предлагать смешанную систему. Единственное, что мы в рамках рабочей группы, еще раз подчеркиваю, этот вопрос не обсуждался. Мы проработали только 3 главы, касающиеся полномочий исполнительной и законодательной власти. Избирательную систему мы пока вынесли, поскольку времени физически на это не хватило. Конституционное законодательство в рамках парламента обсуждается в 4 чтениях как раз для того, чтобы отдельные поправки или отдельные мнения депутатов, они могли бы быть учтены в ходе обсуждения и в ходе поправок. И мы сейчас говорим как раз о концепции. Если коллеги-депутаты нас поддержат в концептуальной части, да, скажут, концепция нам подходит, и дадут нам право продлить комиссию и работать еще там какое-то количество времени для того, чтобы была переработана остальная часть, то мы будем благодарны. И речь сейчас действительно не о деталях мелких, отдельных, а о самой концепции. Если концептуально парламент примет такое предложение, то, конечно, мнение отдельного каждого депутата может быть учтено в рамках вот этих 4 чтений. Еще хотел сказать, что, конечно, вы сейчас спросили относительно избирательной системы. Мы сейчас до этого еще не дошли, но сказать А и не сказать Б невозможно, поэтому
комиссия бы хотела просить парламент дать возможность доработать значит, в остальных частях в том числе, потому что одно проистекает из другого. И сейчас вопрос, о котором мы, конечно, комиссия, предлагая 45 депутатов, предполагала, что у нее будет возможность доработать избирательное законодательство, и можно будет парламенту предложить смешанную систему. Вот о чем была речь. Конечно, как и в самом парламенте, внутри комиссии есть отдельные мнения по каждому вопросу и полемика, честно, но все спорные вопросы мы решали путем голосования, и этот компромиссный консенсусный документ, и речь не идет о том, что он отражает мнение всех членов комиссии, речь идет о том, что все члены комиссии согласны представить его парламенту как компромисс среди себя самих. Непосредственно статья 37. Депутатом парламента Республики Абхазия может быть избран и так далее. Идет там перечисление. Я, честно говоря, не понял, а почему здесь нету в этом перечислении владеющих государственным языком? Почему нету? Мы закон принимали. Ну, вопрос этот обсуждался, закон обязывает. Нет, ну это Конституция, извините меня, это надо прописывать эти вещи. В соответствии с действующим законом у нас как раз знание государственного языка регламентировано, не только государственного, но и российского тоже. Как раз сейчас нам ситуация покажет, вообще на то, как у нас обстоят дела в этом вопросе. Со своей стороны скажу, что все-таки, если мы говорим о знании государственного языка для депутатов, не для президента, не для премьер-министра, тут, мне кажется, нужен чуть отдельный подход. Потому что у нас в Народное собрание должны попадать люди не только абхазской национальности, а насколько мы сегодня готовы, они, вернее, сегодня готовы сдать язык по абхазскому, это большой вопрос. К этому вопросу мы еще вернемся. Но сейчас, в ближайшие 1,5 года, нас ждут выборы, когда в законе все четко написано. Там мы увидим, какие у нас на самом деле, какие обстоятельства и какая ситуация в стране. И еще дальше. Не имеющие, ранее не имевшие судимости за совершенно тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного уголовным законодательством Республики Абхазия, за исключением случаев освобождения от уголовной ответственности при реабилитирующем основании. Что это? Кто-нибудь может объяснить, что это такое? Там не только депутаты, у нас вот эта норма и по депутатам, и по президенту, да, по всем, она впервые в такой интерпретации. Она впервые касается депутатов. Это было коллегиальное решение. У человека есть конституционные права и обязанности, в том числе вот конституционные права и обязанности определяют в Конституции самой. Вот если ты определяешь норму ту, значит это будет конституционная обязанность. А мы можем допустить в будущем, да, мы не персонифицируем, да, избрать главой государства человека, который может, отсидев за очень тяжкий, за убийство человека, к примеру. Меня в этой истории, вот и мое участие, оно связано с тем, чтобы уйти от политических кризисов. У нас, еще раз, не... персонифицировать, я думаю, что в этом нету смысла, но 3-4, значит, события, которые незаконно или, я не знаю, или вынужденно досрочно покидать как бы свои должности, это очень большое ЧП. Настало сегодня время, когда мы должны уйти от кризисов. Самое главное в этой концепции, что президент остается главой государства, есть исполнительная, законодательная, судебные ветви власти. Руководителем исполнительной власти будет премьер-министр. До этого, до сегодняшнего дня, вроде бы исполнял обязанности, премьер-министр отвечает так вот, да, а его полномочия не прописаны нигде, ни в Конституционном законе о Кабинете министров, ни в самой Конституции. Президент руководит Кабинетом министров, а премьер-министр, как бы, да, когда сгущаются тучи, это мальчик для битья, которого можно просто уволить. Он не формирует правительство, он никого не назначает, никого не снимает, но отвечать должен за всех он. В этой истории
Я считаю, что главным, остальные все тонкости, какие-то, можно это обсуждать, о которых вы говорите, но самое главное сформировать исполнительную, законодательную и судебную ветви власти максимально, чтобы они были и подотчетны и народу, и парламенту, и своим избирателям. И на президента не возлагать те полномочия, с которыми очень тяжело в нашей истории справиться. Как показывает практика, очень много кризисов. Самая главная задача – уйти от будущих кризисов. Формирование правительства, вот здесь вот с чем я согласен, оно связано с избранием депутатов парламента, с формированием парламента, а не с избранием президента. За президентской должностью на выборном этапе такой охоты, такой беготни уже не предусматривается, потому что если президент не будет знать, кого он премьер-министром, мы же все живем в этой стране, мы должны понимать, что очень есть огромное количество наших с вами сограждан, которые искренне считают, что нам надо строить государство, но есть другая группа людей, которые преследуют, поддержав того или иного кандидата в президенты, получить то или иное какое-то благо, которое есть у нас с вами. Когда это получение, назначение премьер-министра, назначение какого-то министра не будет связано с избранием президента, за президентской должностью будет меньше охоты в нее. Мы каждые выборы, мы подходим плотно к развязыванию гражданской войны. Простите, жизнь показала, что у нас это не получилось, эта история. И та конституция, которая работала и распределяла в таком виде полномочия, оно 3-4 кризиса подряд, это очень не звонок, а это удар по нашей государственности. Главная задача в этой истории, еще раз повторяюсь, избежать будущих кризисных ситуаций. Я не знаю ни одной страны, где государственный язык, не знаю, может человек быть в парламенте или там в Думе, или где. Возможно, это тоже нужно, к этому вопросу нужно подойти, наверное, правильно, взвешенно, и это обсудить. Это один, наверное, тоже, если мы каждый раз, где бы мы ни встречались, говорим о том, что нам надо сохранить абхазский язык, это как раз один из шагов будет для сохранения абхазского языка. Это, на мой взгляд. Спасибо большое. Я думаю, это то, что сегодня делается, это все нормально делается, и я хочу, Беслан Викторович разложил здесь, конкретно все, и чтобы этих политических кризисов у нас меньше было, меньше нет, чтобы их вообще не было, и что если мы концептуально к этому сможем подойти, то это будет большим достижением. Мы норму по Совету Безопасности прописали в самой Конституции для того, чтобы президент тоже при себе имел коллегиальный орган, где будут обсуждаться и приниматься решения, являясь председателем Совета Безопасности, коллегиально с теми министрами, представителями, со спикером парламента, где будут обсуждаться самые главные, самые важные вопросы в строительстве нашего государства. То есть сейчас Совет Безопасности есть, у него нету конституционных полномочий, также я понимаю, статуса Совета Безопасности нету. Мы при президенте, мы в своей концепции, Кан Валерьевич, берем крен в сторону коллегиальности. Хотелось бы сказать, что если бы за эти 30 с лишним лет в Конституции все были бы отражены моменты и ключевые моменты, и они были бы положительны, эффективны, мы бы вряд ли сегодня собирались и эти вопросы обсуждали. Мы сегодня собрались здесь потому, что Конституция, к сожалению, принята в 1994 году, отвечала веяниям и чаяниям 1994 года. И даже тогда принималась с очень большими допущениями и условностями. И не всеми членами общества тогда поддерживалась, и даже не всеми членами депутатского корпуса. Если же мы говорим сейчас о том, что эти кризисы нужно нивелировать и каким-то образом от них отойти, то задача этой рабочей группы как раз-таки была предложить максимально объективно, отойдя от политических всевозможных интересов, которые, безусловно, должны быть в нашем обществе. Но Конституция – это правовой документ прежде всего, и потом уже политический документ.
документ. Если все так прекрасно и замечательно, и все в нашей Конституции здорово отражено, мы бы тоже жили здорово и замечательно. Но мы нашей жизнью недовольны. И общество очень открыто выразило свое мнение по этому поводу, и как юридическое сообщество обращалось к парламенту именно с той целью, чтобы уйти от переговоров на митингах, на всевозможных сходах, от, скажем так, какой-то площадной, да, демократии, перейти к экспертному, квалифицированному обсуждению. Мы доверяем как общество тем людям, которых избираем, непосредственно депутатам парламента. И мне кажется, нужно как-то немножко серьезнее отнестись к тому, что сегодня предлагается. Я не стала бы действительно акцентировать внимание на тех вопросах, которые сегодня поднимались и по поводу языка, и по поводу количества депутатов, не потому, что они мелкие. Нет, конечно, они очень серьезные и важны. Но гораздо важнее сейчас стоит вопрос концептуального подхода к усилению парламента и определению баланса. Здесь очень важно не уйти в крайности, не возвысить кого-то и не преуменьшить кого-то. Мы не убрали институт президентства, мы отнеслись с уважением к той части общества, которая считает, что без президентской власти Республика Абхазия жить не может. Хотя у очень многих членов нашей группы есть мнение, что нам гораздо эффективнее и полезнее было бы жить в рамках парламентской республики. И мы прекрасно существовали даже в военный период с этим. Но не все с этим согласились. Мы не сделали его декларативным. У него тоже есть очень важные полномочия, причем эти важные полномочия срабатывают эффективно именно в момент кризиса. Поэтому мы обращаемся сегодня к вам и презентуем эту концепцию, чтобы вы посмотрели на соотношение тех полномочий, которые возникают между депутатами и правительством, как будет определяться порядок формирования. И здесь и у президента есть ключевая роль, и у парламента есть очень важная ключевая роль. И если вы не возражаете, мы бы ушли от обсуждения конкретных статей, это вы будете делать уже без нас в рамках обсуждения в комитетах, а хотели бы услышать от вас концептуально, вы поддерживаете перераспределение полномочий или нет, чтобы мы понимали, над чем нам дальше работать и стоит ли работать, или мы пойдем, разойдемся и будем заниматься каждой своей профессиональной деятельностью. Я, например, тоже активный сторонник вопроса языка, но сейчас речь идет непосредственно о концепции, где из-за, как нам кажется, неправильного распределения власти между ветвями у нас перманентно возникают кризисы. Именно поэтому мы попытались перераспределить власть в сторону остальных ветвей власти, в частности, в сторону парламента, таким образом, чтобы, как нам кажется, распределить ее равномерно между всеми ветвями. Чтобы власть, как нам кажется, парламента и ее полномочия были равны исполнительной власти, для того, чтобы вот этот баланс ветвей власти был соблюден. В нынешнем виде, если оставлять конструкцию в том виде, в котором она есть, вы знаете, работа над конституционными поправками велась отдельно в 5-м созыве, в котором я участвовал, в 6-м созыве. 6-й созыв имел большую концепцию, которую предлагал. Сейчас в этом созыве. Тем не менее, эта работа должна быть завершена, потому что если эта работа не будет проделана, мы перманентно будем жить в кризисах, совершенно точно будем раз в пятилетку попадать в вот такие серьезные кризисы, которые рано или поздно приведут к какой-нибудь там глубокой трагедии, которая нам, мне кажется, не нужна. И сейчас речь идет не об отдельных деталях, а согласны депутаты с тем, что власть нужно перераспределить между ветвями власти вот таким образом. Если депутаты согласны с тем, что надо перераспределить власть в том числе в сторону парламента большей частью, да, в части назначения премьер-министра, в части определения там, вотум недоверия отдельных членов правительства. Если депутаты будут согласны, то отдельные детали, что конкретно пусть еще должно быть, это они как раз, как мы говорили, в 4 чтениях как раз и обсудят. А если уже они нам дадут возможность доработать еще один срок, ну, какой-то промежуток времени, то комиссия попытается выработать решение по остальным главам Конституции и предложить, в том числе и по избирательному законодательству. Я за сильную вертикаль президентскую власть, чтобы она была сильная. Другой вопрос, есть моменты, где можно некие полномочия дать парламенту, чтобы этот баланс как бы держать. Уважаемый Беслан Викторович, уважаемые члены комиссии по конституционной реформе, сегодня вот раздали материал, проект конституционного закона Республики Абхазия по поправках Конституции.
Конечно, это колоссальный труд, чтобы выработать даже редакцию одной поправки. Это уходило много времени, дискуссий, обсуждений. Конечно, мы со своей стороны детально ознакомимся с этими поправками, которые вы представили. Это как концепция предстоящей конституционной реформы. И сегодня не вижу смысла, то есть не целесообразно, считаю, детально каждый пункт, каждую статью обсуждать. Но просто хотел бы коллег обратить внимание, особенно Тимур Хухутович, вас, что вне зависимости от того, кто президент и какая фамилия президента, то есть лично я, и мы не рассматриваем конституционные поправки через призму, кто где работает и кто является президентом. Первое. Второе, что одно из самых больших заблуждений, как в конституционном праве, в политологии, является то, что в парламентской республике власть принадлежит парламенту. По этим поправкам предлагается от сегодняшней президентской формы правления перейти к парламентско-президентской. По сути, вся власть, а именно власть это исполнительно-распорядительная, принадлежит правительству, то есть лидеру политической партии, либо лидеру политической силы, которая будет обладать большинством мест в парламенте по этой модели. Взаимоотношения между парламентом и правительством будет строиться немного по иной модели, на мой взгляд. Это будет взаимоотношения как между генеральным штабом и солдатами. Просто генеральным штабом будет правительство, а депутаты будут солдаты, которые будут реализовывать его политическую волю. Если мы посмотрим на те страны, где парламентская форма правления или даже парламентско-президентская, то мы все знаем, кто является премьер-министр, но мы не знаем, кто там вообще, даже по-настоящему, кто является спикером. Потому что вся власть в руках исполнительной власти. Это, если даже президент ограничен там, 2 сроками, то есть сроки могут быть разной продолжительности, но там, где парламентская форма правления либо смешана, глава исполнительной власти, премьер-министр, он не будет ограничен какими-то сроками. Вот пока его политическая сила может под разными предлогами выигрывать выборы, власть и будет сосредоточена в этих руках. Соседняя страна, яркий тому пример. Да, и не всегда изменение формы правления, переход к парламентским началам является средством от политических кризисов. К тому же наглядный пример Украина, когда от президентской формы перешли к парламентско-президентской, и эти кризисы нескончаемы были. Но сегодня это относится к то, что мое выступление, к парламентской республике, к парламентско-президентской республике. Этот проект, который сегодня раздали на презентации, я имел только возможность в течение получаса с ним ознакомиться. Конечно, мы же его детально изучим и примем участие в его уже в детальном обсуждении, когда к этой стадии перейдем. А так, всех членов комиссии хотел бы поблагодарить за этот результат, который можно будет изучать и обсуждать, спорить. Можно вам? Это не вопрос был... Ни одна форма правления не является средством избежания политических кризисов. политических кризисов. Ни одна форма правления. Есть форма правления, при которой власть концентрируется в одних руках, который называется авторитаризм. Вот сегодня по нашей Конституции, это не я только говорил, Зура Вачба, Царство Небесное, говорили, все политики, ныне действующие, которые находились в оппозиции, говорили о том, что у нас перекос в пользу исполнительной власти. И это очевидно всем. И когда ты исправляешь этот перекос, естественно, какие-то полномочия, они маленькие, естественно, надо передать парламенту, потому что парламент представляет спектр. У нас сегодня получается, что тот, кто выиграл президентские выборы, его команда выиграли все, а остальные люди не участвуют в строительстве государства, не участвуют в принятии решений, в обсуждении. Они не участвуют. Это та оппозиция, которая потом
будет постоянно вот здесь стоять у ворот, чтобы ее услышали. Понимаете? Потому что в парламенте парламент не имеет полномочий, сам парламент не имеет полномочий, отдельные взятые депутаты какие могут быть иметь полномочия. И вот это будет у нас перманентно проходить постоянный кризис. Мы хотим уйти от этих кризисов. Лучше пусть депутаты в парламенте подерутся, поспорят, чем вот там народ будет убивать друг друга за стенами парламента. Вот наша цель. И по этой модели, чтобы вы знали, живет почти 80% государств мира. Мне сказали, что давайте как личное мнение внесите свои. Я вот документ подготовил. Согласно этому я предлагаю изменения, дополнение, даже не изменения, а дополнение второй главы Конституции. Вторая глава Конституции, мы там говорим, что мы приветствуем закрепленные во всеобщей декларации, приветствуем всеобщую декларацию прав человека. И вот там я просил добавить, что также приветствуем декларацию ООН о правах коренных народов. Мы прекрасно знаем, что мы коренной народ, и в течение многих столетий подвергались в составе Турецкой империи унижениям, геноциду и всему тому, что когда коренной народ попадает в состав какой-то империи, правильно? Естественно, нам это близко. Мы недавно освободились и получили независимость. Эта декларация не юридический документ, это наше мнение, отношение к документу общепринятому. 144 страны мира проголосовали за эту декларацию о правах коренных народов. Нам это близко. И вот даже мы, когда футбол Канифа проводили, половина, вот с кем мы там играли в чемпионат, это малый ООН, да, это коренные народы, которые борются. В этой декларации о правах коренных народов, между прочим, говорится о том, что коренные народы имеют право на самоопределение, на создание своей государственности и так далее, на сохранение своего языка. Мы должны показать солидарность свою с мировым сообществом. У нас вот пример, например, у соседей, где мингрельские и сванские языки уничтожаются. Они нам говорят красивые слова, что они сделали абхазский язык там государственным, да, а на самом деле мы же видим примеры, как другой язык, мингрельский и сванский языки, там даже нельзя даже факультативно обучать этим языкам. Хотя в Российской Федерации много прав получили коренные народы. Субъекты Российской Федерации могут сами определять второй государственный язык. Это нету такого ни в Турции, где курды страдают, там армянская часть населения. Я считаю, что 145-й страной, которая в Конституции, скажем, своей еще даже на таком высоком уровне отразить, что мы за декларацию о правах коренных народов, оно очень актуально. И, во-первых, и потом идет вторая часть, что коренным народом в Республике Абхазия считать абхазо-абазинский этнос. Ну, как исторически сложилось, единственным коренным народом является абхазо-абазинский этнос, который вместе с убыхами и адыгами образует единый культурный код. Мы хотя бы самые родственные народы в этой статье Конституции упомянем, да, что мы близки культурно адыги и с адыгами и с убыхами. И я думаю, что это только будет приветствоваться нами, и мы сразу заканчиваем еще разговор. Вот эта вот теория двуаборигенности грузинская, да, которая говорит о том, что почему грузины по их теории могут претендовать на территорию возвращения беженцев. Для чего? Потому что грузины тоже считают себя аборигенами, они так считают. Но антинаучная эта теория, не антинаучная, но, как говорится, геббельсковская роль, чем ложь коварнее, тем она вот имеет распространение. Мы бы со своей стороны отрезали, поставили точку, то, какого мы считаем коренным народом на территории Абхазии. Вот это вот момент закрепит Конституцию. 144 страны мира гарантировали тем этносам, которые проживают в территории тех или иных государств, закрепляют за ними права. Мы живем в своей собственной стране. Мы считаем, что нам доказывать кому-то, что мы хозяева
да, хозяева в своей собственной стране. Тимур Хухутович, я говорю о мнении некоторой части наших участников рабочей группы. Поправка следующая, что глава 2, статья 27 гласит, что гражданин Республики Абхазия не может быть лишен его гражданства. Это право очень хорошее, но тоже, да, но и там выслан за пределы, передан другому, это все остается. Предложенный мной вариант с поправкой дополнения будет изучаться в глава 27 вопросы прекращения приобретенного гражданства Абхазии, порядок выхода из гражданства Республики Абхазии или ограничения там прав будет регулируется законом о гражданстве Республики Абхазия. Потому что когда мы говорим, человек не может быть лишен, но есть же процедура там выхода, кого-то на самом деле персоной нон-грата объявляют, кого-то, например, приостанавливают. Да, и пусть этот вопрос как бы будет адресован, чтобы он регулировался в законе о гражданстве Республики Абхазия. И третье предложение. Вот здесь я знаю, что депутаты в большинстве своем не хотят перехода к смешанной системе, а я считаю, что вся вот эта наша реформа имеет смысл, если мы перейдем к смешанной форме правления. Действительно, здесь было сказано, Абхазия не только войну выиграла, Абхазия предвоенную ситуацию не менее сложную. Когда мы были в состоянии пресловутых 17%, я думаю, что здесь, наверное, даже молодым людям не нужно объяснять, что это было за состояние для нашего народа. Вот. Мы выиграли и это тоже. И мы были в состоянии выиграть предвоенную и войну, будучи парламентской республикой. Наша новейшая история, если мы ее вот так рассмотрим, она же недалекая, да? Там пара-тройка десятилетий, их несложно как бы взять, сопоставить факты. Вот, поэтому я предлагаю не заниматься как бы гаданиями, да, на кофейной гуще, а прийти к научному такому подходу. Циферки просто берем и считаем. Давайте посмотрим после того, как у нас была принята президентская форма правления, которая, кстати, тогда была названа, обозначена как временная, как переходного периода. Если кто-то забыл, можно вспомнить архивные материалы, поднять, и там об этом говорилось явно. То есть там, здесь уже вспоминали о людях, которые, как Зураб Ачба, сказали о явных изъянах этой модели, к которой мы переходили к фактически царской власти. Понимаете? Но там не говорится, не сказано было, что тогда это тоже было обозначено, что это ситуация типа момента, мы не знали. Возможно, это была бы хорошая находка. В Абхазии на народном сходе мог любой крестьянин выйти и сказать свое слово. Его слушали, если он имел какую-то репутацию, его слушали. Слушали князья, дворяне, все слушали. Это наш исторический код. И если мы говорим шире, не говорим об абхазах, а говорим о гражданах Абхазии, я вам скажу, что, на мой скромный взгляд, и русские, и армяне, и греки, и грузины, и так далее, живущие в Абхазии, отличаются от тех, которые живут где-то там. У нас есть какая-то некая общность. Я в это верю, я это чувствую, понимаете? Поэтому я считаю, что нам не нужно себе навязывать какой-то внешний, совершенно исторически чуждый нам код. Не надо этого делать. Вот мы начали это делать, и давайте посмотрим, давайте проследим. Ретроспективно, опять же, не заклинаниями, да, а вот научный подход такой. У нас очень мало президентов, да. Владислав Григорьевич Ардзинба. В конце его правления мы знаем, в какой клинч, значит, вошел наш парламент с Владиславом Григорьевичем. Когда законы президентом не подписывались, я думаю, если у кого-то короткая память, ну, можно освежить, но это на самом деле наша история. Вот уже при первом президенте, которого я безмерно уважаю, мы все его чтим память и так далее, мы видим, что это человек, который его свершение, его главные свершения, то, что он смог сделать перед войной, это, конечно, подвиг, который никто никогда не перечеркнет, и мы все знаем об этом. То, что случилось во время войны, это тоже подвиг. Этот человек это делал как председатель Верховного Совета. Во время, когда Абхазия была в
парламентской формой правления, между прочим. И вот у нас первый президент, и уже случается клинч. Сергей Васильевич Багапш, второй президент, Царство Небесное, значит, безвременно ушедший, он на волне признания России, он переизбрался. Что было бы там дальше, мы не знаем, но человек действительно талантливый, одаренный политик, который мог компромиссы, значит, создавать на ходу, мог договариваться с людьми и так далее, таланты. А все остальные президенты, давайте перечислим, их же не так много, потому что, мне кажется, мы как бы, знаете, в 3 соснах потерялись. То есть мы за 3 соснами леса не видим. А почему не видим, я вообще не могу понять. То есть это же несложная арифметика. Александр Золотинский, Чанквап, как он закончил свое президентство? А Рауль Джункович Хаджимба, Аслан Георгиевич. Что еще нужно здесь сказать в этом зале для того, чтобы указать, что это ущербная форма правления? Пардон. Понимаете? У нас ни один президент нормально не может досидеть до своего 2-го срока и вообще на 2-й переизбраться. Понимаете, и каждый раз эти кризисы у нас из перманентных, они в системные перерастают. Наши предложения, как раз они заключаются в том, чтобы парламентаризм поддержать, чтобы часть полномочий передать, но, опять же, здесь тоже Хама об этом говорила, да, о том, что среди нас, такие как я, например, есть люди, которые убежденные сторонники парламентской формы правления, понимаете? Меня не вполне устраивает то, что здесь написано. Просто, чтобы вы понимали, это парламентская президентская форма правления, я сторонник, как вот Тимур, мы сторонники, например, парламентской формы правления. Но мы, понимая все эти вещи, мы идем, у нас тоже внутренний компромисс. Мы понимаем, что общество не может отказаться от вот этих сакральных вещей, президент. Документ, в котором будут учитываться все предложения, которые будут согласованы депутатские. Депутатам остальным тоже будут разосланы эти версии. Я считаю, что весь политический спектр страны должен высказать свое мнение по тому видению конституционной реформы, которую разработала рабочая группа. Мы, как и говорили, Лаша Нукзаевич, в первую очередь вы нас в нашу рабочую группу создали, мы доложились вам, и если вы разрешите результаты рабочей группы, мы и в администрацию президента Абхазии, и в правительство, и по весь политический спектр, общественные организации, движения, и одновременно у участников рабочей группы, я думаю, что мы будем просить о предоставлении возможности обсуждения данных инициатив на телевидении, на радио, я не знаю, на каких-то информационных площадках, где это все будет обсуждаться. Нашим с вами согражданам будут даны соответствующие разъяснения по всем статьям, по всем главам, которые будут или предполагается вносить изменения. Мнение граждан наших с вами, мнение политического спектра. И самое главное, это решение будут принимать депутаты. Я очень сильно надеюсь, что сама концепция, само видение, само ядро этой идеи, очень сильно надеюсь, что наш с вами труд будет не напрасен и это будет претворено.